Варили в большом медном котле. Пользуясь плоскогубцами, мы вытащили. У них же вкус такой вот необычный, да? С другим продуктом, чтобы не сравнить. Здравствуйте! Приветствую вас на очередном выпуске рубрики «Музей осенних рецептов». И наступила пора охоты. Мы сегодня приготовим блюдо из зайца. Наши нюрбинские друзья поделились своей добычей. Мы сегодня приготовим два блюда. Мы вот уже разделали добычу, отправленную друзьями, и приготовим два блюда. Первое блюдо из потрохов у нас будет. Вынимаем сердце, почки. На зайца охотились испокон веков, ставили селки и, конечно же, они разделывали по-своему, но мы в принципе правильно разделали и варили в большом медном котле 2-3 зайца на большую семью, и потом очень хорошо делили мясо. Конечно же, ребра доставались хозяйкам, матерям, а мужской половине нога доставалась, там, где больше мяса. Вот так они делили добычу и так кушали. Так, мы закончили, разрезали на маленькие кусочки и перейдем перейдем к туше. И его уменьшим, конечно, перед тем, как положить горшок. Я делаю это впервые. А вы знаете, что на территории музея Ярославского есть памятники двум зайцам. В 1939 году перед войной началась засуха, которая продолжалась до 1943 года. И эта позиция усложнялась еще тем, что все продовольствие отправляли на фронт в связи с лозунгом «Все для фронта, все для победы». Запрещалось держать личное хозяйство в каждой семье, запрещалась охота на зайца, запрещалось ловить карасей. И до того все это было усугублено тяжелейшими такими требованиями, что матери, которые вынужденно ходили на пашни, чтобы там собрать запасы мышей, их арестовывали и сажали в тюрьмы. Вот такая была строжайшая дисциплина, был перегиб, из-за этого ежегодно умирало столько количество людей, что это вышло за рамки, конечно же. Охотники тайком охотились на зайцев, хотя вот это официально было запрещено. И председателем в это время Совнаркома республики работал Илья Егорович Винокуров. Он, начиная с 1941 года, писал письма в вышестоящие инстанции с требованием о том, чтобы разрешить охоту официальную на зайцев до зимних месяцев. Он требовал содержать личный скот в каждом хозяйстве. И, наконец, в 1943 году, когда приехала проверка из Москвы, удостоверились вот в таком вот тяжелейшем положении населения нашей Якутии. И, наконец, все эти требования, которые выдвигались Ильей Егоровичем Винокуровым, были претворены в жизнь и, наконец-то, официально разрешили охоту на зайцев, разрешили держать личный скот. И благодаря охоте на зайцев население спаслось от злосчастного голода. Вот поэтому стоят в знак благодарности памятники на территории музея Ярославского. Закончили с мясом. Теперь приступим непосредственно к приготовлению. Добавим немножечко
сливочного масла наши потроха и зеленого лука. На наш взгляд, уже готово. Используем плоскогубцы. Пользуясь плоскогубцами, мы вытащили. Посмотрите. У каждого сезона свое блюдо. Вот оно, октябрьское блюдо. Такое мягкое, сочное. Блюдо из потрохов попробовали, очень вкусно. Если бы были потроха из 3-4 зайцев, было бы, конечно же, блюдо у нас намного побольше. Но ничего, теперь переходим к главному блюду сегодняшнего дня, непосредственно к самой туше. Мы сейчас немножко добавим воды, поставим на огонь. Где-то 1/4 часть горшочка нальем. На свой вкус добавим соли. Соль перемешали, накрываем крышкой и оставим вариться. Прошло 10 минут. Настало время добавить зеленого лука и сметаны. Уже как бы почти полуготовое, местами красное мясо. Чтобы довести до готовности во всем смаке, добавляем наш зеленый лук. Сметану. Это примерно где-то 150. Красивее стало. В предвкушении закроем крышечкой и дальше будем ждать. Посмотрите, что у нас получается. Такое вкусное варево. Закрываем. Пусть еще немножко постоит. Думаем, время настало. Прошло около получаса. И сейчас мы наш горшочек торжественно несем на стол. Открываем. Красота неописуемая.
Деликатесное мясо. Не знаю ни с чем сравнить, но оно особенное. Я пробовала заячье мясо почти 30 лет тому назад. Давным-давно. И вот, наконец, пробую. Оно очень-очень вкусное. Ты пробуешь впервые, да? Не, зайчая, ну, сразу зайца можно. Так, хорошо приготовилась. Не жесткая, мягкая. Ты когда его ел последний раз? Года 2 назад, наверное. Суп был или жаркое? И то, и то. Сейчас пытаюсь сметану. Хочу сметану попробовать, распробовать. Ну, это самое то. Да. Да, по мне, дичь не должна готовиться с большим количеством специй. У нее свой вкус, и его перебивать нельзя. Правильно говоришь. Очень вкусно. Особенно голодный желудок.